Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутии с 2017 года реализуют проект «Местные кадры в промышленность». Власти региона постоянно взаимодействуют с крупными компаниями республики для трудоустройства местных жителей в предприятиях реального сектора экономики. О том, каких промежуточных итогов удалось достичь в этом году. Гостья студии Светлана Горюшинская, председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. Светлана Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот что изменилось в реализации проекта «Местные кадры в промышленность» в этом году, ну и каких успехов удалось достичь за первое полугодие? Безусловно, уровень трудоустройства в рамках проекта «Местные кадры в промышленность» оставляет уровень роста, мы видим повышение. И в рамках проекта у нас уже только за первое полугодие трудоустроилось порядка 700 712 человек. И очень радует, что из общего количества трудоустроенных 55% это наша молодежь. То есть мы видим в мероприятиях, что у нас возросло количество стажеров. Это тоже, безусловно, радует, поскольку компания за свой счет принимает на стажировку молодых студентов даже, выпускников. И если в прошлом году было порядка 379 стажеров, то в этом году мы уже видим рост практически в 2 раза, 725 стажеров уже прошли стажировку. И, безусловно, это мероприятие особенно актуально, поскольку даже студент, уже, даже когда он почти выпускник, вот эти практические навыки, опыт, адаптация на месте и самое главное, возможность трудоустройства в компанию мечты, конечно, он говорит о том, что это мероприятие очень эффективно работает. И для работодателей безусловный плюс, поскольку они уже могут для себя взрастить специалиста, который им необходим с теми ключевыми навыками. Предлагаю уточнить цифру 7 тысяч, да, я так понимаю? 7712 граждан из числа местных жителей, которые непосредственно живут на территории нашей республики, были трудоустроены. А вот с кем из промышленных компаний, вы чаще всего работаете, ну и кто присоединился к проекту только в этом году? Наш безусловный лидер – это компания «Алроса». Ежегодно они получают у нас премию, как лучший работодатель по этому проекту «Местные кадры в промышленность». Также мы работаем с Ян Золото. Очень активно сейчас участвует с нами Лорб. Это Алмаза Анабара, Эльга Уголь, Колмар. То есть основные промышленные компании, безусловно, всегда открыты и участвуют как в наших мероприятиях, и взаимодействуют, сотрудничают с нами. Всего у нас в проекте на сегодня 49 компаний. И вот буквально в этом году у нас присоединились компания, сейчас я подскажу, Нерингриметаллик и Теплоэнергосервис, потому что в 2022 году мы несколько расширили наши направления, присоединились отрасли энергетики и ЖКХ, транспортные компании и строительство. То есть компании из разных направлений уже присоединяются к проекту, это отмечается. Вот представители каких специальностей чаще всего требуются в промышленные предприятия? У нас наиболее востребованными остаются все-таки рабочие специальности. Это в первую очередь водители крупногабаритной техники. Это, безусловно, машинисты, как буровых установок, крановщики, экскаваторщики. На сегодня это самые актуальные профессии, но они и наиболее высокооплачиваемые в промышленных компаниях. Вот расскажите о новом проекте, «Работающая Якутия. Кадры». Вот чем он отличается от проекта «Местные кадры в промышленность», ну и какие возможности дает этот проект для трудоустройства? Поскольку мы видим эффективность нашего проекта «Местные кадры в промышленность», мы решили в рамках стратегического указа главы по снижению уровня бедности сделать не совсем новый, но, скажем так, продолжить этот проект и расширить его. В каком плане? То есть если, вот я сейчас сказала о тех направлениях, с которыми мы работали в основном, но мы видим, что все-таки дефицит испытывают и другие направления. Это сельское хозяйство. Сейчас мы говорим о развитии креативной экономики в нашей республике, и эти отрасли, эти предприятия, работодатели также войдут в этот проект. То есть мы сейчас уже не будем останавливаться на каких-то отраслевых моментах, мы будем работать со всеми работодателями.
уже в рамках нового проекта мы планируем в этом году уже сформировать список работодателей, да, их будет насчитываться не менее 200. Мгм. Ну вот какие есть возможности, да, для трудоустройства у людей с ограниченными возможностями здоровья? А, Люди с ограниченными возможностями здоровья, безусловно, это направление для нас приоритетное. Поскольку на сегодняшний день все-таки, да, если вот говорить о цифрах, 21 тысяча у нас инвалидов трудоспособного возраста, но при этом работает только 7 тысяч. И у нас мы разработали проект «Работающая Якутия. Инклюзия», в рамках которого предусмотрели мероприятия, которые как раз-таки помогут нашим гражданам, да, которые испытывают определенные трудности, найти свою работу, возможно, повысить какие-то квалификационные навыки, получить профессиональное образование. В рамках проекта мы работаем с работодателями также, потому что вот эти сложившиеся стереотипы, да, когда если человек имеет определенные заболевания, то он не может работать по каким-то профессиям. Мы сейчас как раз-таки работаем над тем, чтобы определить тот пул профессий, да, перечень определенный, при каких заболеваниях и где смогут эти граждане работать. И здесь я хотела бы, знаете, остановиться на тоже мы такой подпроект, скажем так, да, ведомственный, мы его начали, взяли пилотом Чурапчинский район и хотим попробовать внедрять нестандартные формы занятости как раз-таки для граждан с инвалидностью и для семей, в которых воспитываются инвалиды, которые имеют в своем составе инвалидов, для того, чтобы дать им возможность удаленной работы. И сейчас вот тоже мы работаем с работодателями, работаем с технопарком очень плотно, с Министерством инноваций, чтобы подобрать нужные профессии. Уже в августе-сентябре мы запускаем первые ласточки, и несколько человек у нас уже будут обучаться в школе 21. Мгм. Ну вот, если говорить о молодежи, да, возрос ли интерес вот среди молодых людей Якутии к рабочим профессиям, да? Ну и что нужно сделать для того, чтобы через несколько лет в регионе были свои кадры по востребованным именно среднеспециальным профессиям? Безусловно, интерес у молодежи возрос к рабочим профессиям, поскольку, вот как я уже сказала, все-таки высокооплачиваемыми у нас являются именно эти профессии. Это фрезеровщики, да, это слесари, электромонтеры, да, вот я их Сварщики, да. не сварщики, да, я их не перечислила первый раз. И что нам необходимо? Безусловно, необходимо повышать престиж этих профессий, да, в первую очередь. Также очень серьезно должна проводиться профориентационная работа. Федеральным законом о занятости, службы занятости сейчас определены координаторами по профориентационной работе. Мы создали межведомственную группу, уже сформировали комплексный план, поскольку все-таки и к этому направлению нужно подходить консолидированно, общими усилиями, чтобы у нас ребята, которые, во-первых, выбирали нужные профессии, да, и потом, безусловно, трудоустраивались именно по выбранной специальности. Для того, чтобы усилить, скажем так, взаимодействие, да, между работодателями, да, чтобы они могли устроиться, наши выпускники, мы в сентябре месяце открываем молодежный кадровый центр. Сейчас мы активно ведем подготовительную работу, да, подыскиваем тоже специалистов, которые могли бы выстроить вот тот механизм, который мы предусматриваем в рамках этого. То есть у нас пока молодой человек еще учится, он уже должен пройти практику, стажировку в том предприятии, на котором он будет работать по выбранной им специальности. Мгм. Ну вот теперь о школьниках, да, летняя занятость. Чем занимаются у нас ребята, где трудятся? Наши ребята в летнее время, для них это тоже очень важно. И я хочу сказать, что у нас, конечно, возможности, они всегда расширяются, открываются. И службами занятости трудоустроено уже в рамках наших государственных услуг порядка 2600 молодых людей. Мы еще подразумеваем, что буквально практически 1000 мы еще трудоустроим. Да? Вот у нас еще впереди летний месяц один остался. И в основном они работают на озеленении, на благоустройстве. Это школы, наши больницы. И индивидуальный предприниматель сейчас очень активно принимает к себе на работу школьников. И из них тоже получаются очень хорошие специалисты.
Ну а школьники сами-то хотят работать, идут? Безусловно. На самом деле активность, она только увеличивается каждый год. Это показала наша ярмарка трудоустройства наших несовершеннолетних, которая была вот в начале лета. Прошло более 1500 несовершеннолетних просто. Да. Хороший показатель. Действительно, показатель очень хороший. Ну, поговорим о старшем поколении, да, наши пенсионеры, например, да. Есть ли какие-то программы о трудоустройстве, может быть, людей на пенсии, либо людей старшего возраста? Ну, определенных программ для трудоустройства пенсионеров у нас нету пока, да, поскольку это уже люди с опытом, да, люди, имеющие уже свое профессию, отработало, можно но сказать, да. тем не менее наши граждане, которые как раз-таки имеют этот опыт, они могут тоже получать дополнительные компетенции какие-то, да, квалификации. И я думаю, что мы все-таки будем работать в рамках вот как раз-таки удаленной работы, либо, возможно, каких-то гибких графиках. Мы продумываем над этим направлением, да, поскольку оно тоже является актуальным. В связи с тем, что, вот, как я сказала, дефицит, он есть, и те инвестпроекты, которые у нас реализуются в Якутии и будут в течение следующих 5 лет, говорит о том, что дефицит, он будет, потребность, наверное, так лучше скажу, да, потребность у работодателя, она будет, безусловно, расти. И мы должны качественно, эффективно ее покрывать, поэтому в рамках своих проектов мы как раз-таки продумываем вот эти механизмы. Ну, хочу сказать то, что любой гражданин, который хочет как раз-таки получить, может быть, дополнительную профессию, хочет трудоустроиться, он может обратиться в любой центр занятости. У нас в каждом районе предусмотрено, что в административном центре есть филиалы центра занятости республиканского, и там можно получить консультацию. Мы сейчас работаем через электронный портал «Работа в России», и чтобы там зарегистрироваться, также наши специалисты с удовольствием помогут и зарегистрироваться, выложить свое резюме, составить его как бы правильно и грамотно. В этом плане у нас как бы проблем нет. И если можно, я немножко остановлюсь еще, да, как раз-таки по поводу потребностей, и вот в рамках нашего нового проекта «Работающие Якутия кадры», да, очень важный такой аспект, очень важное мероприятие – это вообще формирование самой потребности, то, чтобы работодатель понимал, сколько же человек ему нужно сейчас и сколько потребуется, ну, на ближайшие 3-5 лет. Вот сейчас буквально сегодня-завтра у нас заканчивается проведение всероссийского опроса работодателей для формирования потребностей. Мы уже на сегодня зарегистрировались на портале в НИИ труда, это единый тоже портал, да, для прохождения этого опроса. Порядка 1600 работодателей. Ну, еще немножко проходят опросы, но вот я хотела бы сказать, кто еще не успел, милости просим, потому что от каждого работодателя зависит вот та репрезентативность, то качество, да, формирования потребностей, кого же нам готовить дальше. Контрольные цифры приема в нашей республике, они возросли, и сейчас порядка 6700 мест по контрольным цифрам приема, да, по образовательным организациям среднего профессионального образования. И нам очень важно, чтобы мы подготовили в ближайшее время, конечно, нужных нам квалифицированных специалистов. Ну, действительно, работодателям самим нужно понять, кто им нужен. Светлана Валентиновна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы, ну и, конечно же, успешного трудоустройства нашим жителям Якутии в нашей промышленной компании. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.